Здравствуйте! Сейчас будем делать фасоль по-грузински. Для этого нам понадобится зелень, петрушка, кинза, 3 штуки, чеснока, морковь, лук и, конечно же, фасоль, полкилограмма. Мы его варим, но не выливаем воду, которую варили. Его сохраняем отдельно, потом оно нам понадобится. Конечно, что мы уже приготовились, поэтому мы лук на терке провели, то есть морковку на терке провели и лук порезали. Сейчас будем, фасоль уже готова, лук и морковь будем сейчас поджаривать на подсолнечном масле где-то минут 5-10. Вот мы мелко порезали чеснок. Идем сейчас добавим лук и морковку. Перемешаем хорошенько. Вот так. И чуть еще постоит на огне. А сейчас что делаем с фасолью? Фасоль перебираем в кастрюлю. Добавляем 1 столовую ложку уксуса. Вот так. Любители остроты могут добавить молотый перец. Но сейчас мы не будем. И хорошенько выдавливаем его. Выдавливаем потому, что фасоль сама собой содержит много газов. Поэтому, когда мы его выдавливаем, они выходят наружу. И для желудка будет более мягко переварить фасоль. Вот. Нашу приготовленную смесь добавляем фасоль. Перемешиваем хорошо. Конечно же, потом добавим и соль по вкусу. Сейчас у нас получилась такая смесь. Но вот сейчас настало время, почему мы не вылили воду, которой мы его варили. Сейчас этой водой мы будем его разбавлять. Думаю, что еще можно добавить водички. Сейчас добавим зелень. Когда добавляю зелень, долго варить уже не надо, потому что зелень добавляется, когда уже блюдо готово. Хорошо перемешаем. И буквально на 2 минуты. На 2 минуты газ отключаем, накрываем крышкой. И все, блюдо через 2 минуты можно уже подать. Вот и наше блюдо уже готово. Фасоль по-грузински. Оно называется амолесили лобио. Очень хорошо вместе с ним лаваш и
красный маринад капусты. Также очень хорошо красное вино, потому что после еды красное вино урегулирует работу нашего желудка. До свидания, до новых встреч.